очередь хочу поздравить всех с наступлением, с наступающим учебным годом, пожелать здоровья, самое главное в нашей жизни, что нам не хватает, успехов, удачи, хороших детей, чтобы было побольше классов, побольше школ, чтобы открывались в нашем районе, чтобы каждому директору по одной школе, чтобы могли мы построить. Августовское традиционное совещание мы чуть-чуть не совсем в таком формате сегодня проводим в связи с этими ситуациями, которые у нас слишком много, когда объектов на себя берем, они не все успевают, не все завершаются. Дом культуры начали мы в июне месяце, думали, завершим, но, к сожалению, не получилось у нас завершить Дом культуры, поэтому решили сегодня здесь провести совещание. Надеюсь, на День учителя мы проведем в обновленном Доме культуры Центра Хузаха с приглашением всех педагогов. На августовском совещании республики тоже, наверное, видели, особое внимание было уделено объектам, образовательным объектам. Сколько объектов строится у нас в республике, сколько объектов сдается, сколько объектов ремонтируется капитально. В прошлом году, в 2022 году, капитально отремонтировали 191 объект образовательных в республике. В этом году, в 2023 году, отремонтировали 139 школ. Отремонтировали капитально, в том числе и в прошлом году один объект был Хунзалский, и в этом году был один объект Хунзалского района, который мы отремонтировали. Я думаю, что руководители этих учреждений довольны остались этими ремонтами. Есть у нас в этом году на 1 сентября в республике сдают 13 образовательных, то есть 13 школ и 23 садика. И в Хунзалском районе в том числе мы сдаем 2 школы в этом году. К сожалению, к большому сожалению, надо констатировать факты, что чем больше мы делаем условия для учеников, почему-то результаты у нас не растут пропорционально тем условиям, которые мы создаем для наших детей. Почему-то и капитальный ремонт делаем, и школы ремонтируются, и все условия создаем для наших детей, но, к сожалению, непонятно почему-то процесс образовательный лучше не видим больших сдвигов вперед. Может быть, назад мы не идем, но вперед тоже у нас очень малое продвижение. То, что мы сами себя успокаиваем, что в прошлом году было 50% двоек, в этом году стало 35% двоек, но я думаю, что это очень утешение такое слабое, недостаточное утешение. Если 35% детей после 9 класса получают двойки на экзаменах, это неудовлетворительная оценка для образовательного учреждения. 30-35%, когда дети не сдают ОГЭ и ЕГЭ. Так не должно быть. Поэтому хотелось бы, и что самое интересное, 5 лет прошло, как пришел я на эту работу. Самая основная задача, самая основная цель номер 1, которую я себе поставил, это образование. Образование, если у нас не будет образования, у нас не будет будущего. Это же мы все знаем. Это знают все. И все знают, что самое дорогое в нашей жизни, родителей. Мы доверяем учителям. Что еще должно быть? Какие должны быть еще аргументы, чтобы обучить и воспитывать этих детей? Что еще должно быть? Как надо аргументировать учителей, чтобы этот процесс, да, тяжело, конечно, тяжело. Всем тяжело. Все думают, что им тяжелее всего. Нет, конечно, я же вам пример привожу. С 9 утра до 6 вечера работают здесь специалисты, которые получают 15 тысяч рублей в администрации. Ну, это жизнь такая. Мы же не можем ее поменять. Надо
раз мы взяли на себя такие обязательства, их же нужно решить, их же нужно выполнять эти обязательства. Сколько бы мы ни говорили, сколько бы мы не решали вопросы имущества, будем так говорить, оно ничего не решает, пока учителя не начнут работать над собой. Пока этот процесс у нас не сдвинется с места. Мы и в 2018 году показали каждому человеку его состояние. И в 2023 году мы показали. Но выводы надо делать, уже пора выводы делать из этого всего. Не нужно ждать, пока мы начнем принимать меры. Мы дали вам такую возможность проводить аттестацию в школе. Почему вы не проводите аттестацию учителей? Я думаю, что ждать у нас возможности не будет, и начинать проводить аттестацию нужно с 1 сентября. С учителями проводить аттестацию. Делать выводы мы ждем почему-то до мая месяца или до марта месяца, мы ждем делать выводы по ОГЭ, по ЕГЭ, в каком состоянии у нас образовательный процесс. Нам не важен процесс, который там в школах идет. Основная задача, у меня такое ощущение, что у всех в России, в том числе в Дагестане, основная задача кормить детей в школах. Это что ли основная задача? Я не думаю, что это основная задача. Дают деньги кормить первый, четвертый класс. Кормите первый, четвертый класс, надо на это заканчивать. Не нужно зацикливаться на том, чтобы там кого-то кормить, кого-то что-то делать. Не нужно этого всего делать. Эти деньги, эти силы потратили на образование. Потратили эти деньги и силы на образовательный процесс. Это нам нужно. Сколько человек в прошлом году заявляли на медали? 27 человек. Получили сколько? 9 человек. 30% получили. А что остальные учителя делали? А как остальные учителя давали этих людей на золотые медали? Как получается так, что 70% учителей завышали оценки? Получается, эти учителя не соответствуют своим должностям. Так же получается. Надо же выводы делать из этого. Как мы даем на золотые медали, как мы прогнозируем оценки? Почему мы ждем до марта месяца, чтобы провести тестирование учеников? Я думаю, что очень много вопросов. Очень много вопросов, на которых у нас нет ответа на сегодняшний день. И я думал, директора, учителя, они все-таки образованные люди, грамотные люди, знают, какие расходы бывают, что бывает, какая ситуация бывает. Уже не первый раз я объясняю, что в Кунзасском районе 30 тысяч населения, 40 школ и 40 садиков. А в Унскольском районе 16 садиков. В Ливашинском районе 23 садика, где 89 тысяч населения. А в Кунзасском районе 40 садиков и 38 садиков. И эти все садики у нас идут расходы на содержание этого всего. Нам разницы нет, если там двое детей в садике, или двое детей в школе, и трое учителей. Мы туда должны уголь покупать, мы туда должны электроэнергию поставлять, мы туда должны содержать это здание. Эти все расходы у нас идут. И все говорят, почему у нас такое, вот поэтому у нас такое положение. Давайте мы закроем 8 начальных школ и 12 средних школ. И сделаем, то есть общих школ. И сделаем средние школы. 20 штук хороших средних школ делаем. Хорошо же? Я думаю, что очень хорошо будет детям. Когда на одного учителя у нас в районе выходит 5 детей. А в первой школе 25 детей на одного учителя идет. Есть разница? У тех учителей, которые одного ребенка ведут в течение года, умудряются в конце года ОГЭ или ЕГЭ не сдавать. А как такие учителя дальше работают? Почему у вас в школах такие учителя дальше работают? Такие вопросы вы должны задавать этим учителям. Я должен задавать. Вы должны ставить эти вопросы перед учителями. И не нужно думать, что, не нужно говорить, что мне образование не нужно. Мне нужно образование. Я хочу, чтобы в этом районе было самое хорошее образование.
самые лучшие ученики, что были у нас. Больше ничего мне не нужно. Самая главная задача у нас – над образованием. Выпускать грамотных. Вот наша главная задача. Другой цели, другой задачи. Вот один, да, еще нужно сказать спасибо за участие в благотворительных акциях, которые принимают участие все работники образования. 801 тысяча, по-моему, от образовательных учреждений и дошкольных, по-моему, 257 тысяч рублей, по-моему, от садика. Все эти деньги до копейки идут в фонд, и при том под платежным документом написана цель, куда можно тратить эти деньги. Я надеюсь, что они нашли по той цели, на которую мы их отправляем. Более того, очень много людей внесли пожертвования в помощь тем людям, которые попали в беду в Махачкале. Все, наверное, знают, более 60 миллионов рублей, деньги, которые собрали разные фонды, от разных жителей. Огромное спасибо всем за то, что принимают участие в таких мероприятиях. Но собирать деньги я не сторонник. Ни один раз я не сказал в школу, чтобы собрали деньги. Ни одного директора, ни одному учителю, ни одному родителю. Я запрещаю вам этим заниматься. Не нужно вам этим заниматься. Да, в этом году у нас возможно эту школу ремонтировать. Ничего страшного нет. Вы что, дома каждый год делаете ремонт? Сохраняйте то, что мы вам делаем. Мы же ее вам делаем не для того, чтобы каждый год ломать это все. Раньше 5 лет не делали, сейчас вот через год можно делать ремонт, пока положение такое у нас. Поправится положение, будем давать дальше, еще больше будем давать. Я думаю, никаких проблем нету. Такие мелкие вещи можно и исключить из правил. Много что хочется говорить, много что было обсуждать. Планы были хорошие, но в связи с тем, что горячая пора, у сельхозпредприятий бывает там уборочная страда, бывает период такой, когда с 5 утра, там, с 3 утра до 12 ночи работает. У нас тоже такой же график, с 6 утра мы на ногах. Наша основная задача сейчас сдать школу, вода, и они хорошие школы, умы хорошие школы. Я думаю, что дети будут довольны в этой школе, и учителя будут довольны, хотя когда началось строительство Аранинской школы, меня прославили на всю Россию. До Путина дошла моя фамилия, что я подлез и что там, что было написано, что не уважая учителей и так далее. Но когда школу построили, сейчас почему-то никто благодарность, хотя в Меликову не пишет письмо, что построили такую школу хорошую, с таким оборудованием, почему-то никто не пишет, что извиниться и попросить прощения у Меликова хотя бы за те нервы, которые потратили и ему, и нам всем вместе. И задачи, которые мы ставили перед собой, мы выполняем всегда. И те слова, которые мы даем, по крайней мере, я не привык давать слово просто так. Я не привык обещать просто так кому-то что-то. Любое обещание, которое я даю, я ее выполняю. Любое обещание. Или я ее не даю. Я обещание не даю. Поэтому еще раз хочу вас всех поздравить учителей, всех с началом нового учебного года. И надеюсь на то, что в марте месяце или в мае месяце мы будем радоваться вместе с вами, с нашими детьми за те успехи, которые нас будут ожидать в июне-июле 2024 года. Еще раз празднуем вас всех. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада всех приветствовать накануне нового учебного года. Приветствую всех, кто посвятил свою жизнь обучению, воспитанию подрастающего поколения. Честно говоря, мы планировали не просто августовское совещание провести, планировали его провести на славу. Вот сидящие здесь руководители знают и выставки, и приветствие детей, и награждение, и планировали все. И все для этого, что касается меня, было готово.
как вы сами видите, объекты, строительные работы никак не заканчиваются, и при этом не встретить вас, не пожелать вам удачи и отправить в школу мы не смогли. Поэтому, я думаю, хоть в таком формате мы вас поприветствуем. И я думаю, как я запланировала, вот так, в таком формате я читать доклад свой. Если я буду просто разговаривать, я буду смотреть на каждого, буду видеть недочеты, кто что в свое время не сделал, и я буду нервничать. Поэтому у нас получится не августовское совещание, а получится просто обычное совещание. Хочется как-то вас правильно в таком настроении хорошем, праздничном отправить вас в школу. Итак, уважаемые коллеги, ежегодная встреча единомышленников на августовском педагогическом конференции дает нам прекрасную возможность обсудить накануне учебного года результаты работы системы образования района, назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а также наметить перспективы дальнейшего развития. Сеть образовательной организации системы образования района остается прежней, поэтому я буду очень вкратце все излагать. В текущем учебном году работа системы образования Хунзарского района строилась по следующим направлениям. Продолжение работы по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования. Обеспечение максимальной открытости и прозрачности системы образования, доступности информации о деятельности образовательных учреждений через сайты образовательных учреждений. Значит, смогу озвучить цифру с 1 сентября 2023 года. За парты сядут 352 первоклассника. Это означает на 122 ребенка больше, чем в прошлом году. Общему образованию всегда уделяется повышенное внимание. Деятельность организации направлена на модернизацию системы общего образования, цель которой – повышение качества и доступности образования. Показателем результативности труда педагога коллектива школы являются результаты учебного года, итоговая аттестация, участие во всероссийских, региональных и муниципальных олимпиадах, творческих конкурсах и определение выпускников. Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов, качество учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой аттестации. Объективность процедуры проведения ЕГЭ в нашем районе показала максимальную прозрачность, информационную безопасность. Во всех аудиториях пункта проведения ЕГЭ велось видеонаблюдение в режиме реального времени онлайн. Присутствовали общественные наблюдатели, использовался металлоискатель. За 2022-2023 учебном году к ЕГЭ было допущено 118 обучающихся, один ученик с 11 класса Гацатлинской школы не был допущен. Значит, 9 обучающихся награждены медалью за особые успехи обучения. Всего из выпускников аттестат не получили 20 учащихся. Среди них выпускники прошлых лет, которые не получили аттестат в прошлом году. Они же не получили и в этом году, так как они не явились на экзамены. Как вы сами видите, дорогие коллеги, это все плохо сказывается на нас, если они второгодники. Значит, говоря о итогах за 22-23 учебный год, численность учащихся, получивших 70 и более баллов по русскому языку, 19. Численность учащихся, получивших 70 и более баллов по математике, к сожалению, 1. Численность учащихся, не прошедших ГА, 79. Численность учащихся, не прошедших ЕГЭ, как я только что озвучила, из 118 – 20. Недопущенные, только что я озвучила, недопущенные и Хунзарской школы номер 1, и Гацатлинской школы тоже. В ОГЭ недопущены 4 учащихся. Я могу озвучить наивысшие баллы. Наивысший балл по русскому языку
получила ученица Кузанской школы номер 1 Рахматуллаева Багисултан Маратовна, 89 баллов. Магомедов Ахмед Абдулазизович, Гацатлинская школа, 76 баллов по профильной математике. Это довольно-таки высокий балл. Магомедова Зайнаб Магомедовна, Кузанский военно-спортивный лицей, литература 68 баллов. Мусаева Жапарат Мусаевна, Кузанский военно-спортивный лицей, химия 75 баллов. Абакарова Издага Магомедовна, Абадинская школа, история. Маленький балл, но выше, чем в других школах, 58. Магомедов Ахмед Абдулазизович, Гацатлинская школа, физика 80 баллов. Курамагомедова Зарема Гамзатовна, Ахалчинская школа, обществознание 85 баллов. И та же самая Мусаева Жапарат Мусаевна, Кузанский военно-спортивный интернат, биология 73 балла. Значит, чувством особой благодарности, обращаясь к вам, уважаемые учителя, мы живем в то время, когда, как никогда ранее, труд педагога важен для каждого из нас и для всего общества в целом. Примите искреннюю благодарность за ваших птенцов, что вы выпускаете в большую жизнь. В то же время хочу заметить, что наличие медалистов не должно становиться самоцелью. Несомненно, это очень привлекательный для школ и педагогов показатель, возможно, приносящий свои бонусы. Но сегодня вся наша работа прозрачна, наши результаты сопоставляются в масштабах республики и федерации, и хочется, чтобы каждая наша школа имела достойный для огласки результат. Только в системе образования, которую мы уже сделали, и конкретная работа с родителями, и адресная работа с каждым учеником, вы сами видите, показал хороший результат по всему району. Почему я говорю, не по двойкам я это считаю. Я считаю по математике, если по количеству детей, половина детей получили 4 и 5, это, Максут Гаджиевич, хороший результат. За 2 или за 3 года мы никогда не можем показать такой шикарный результат, даже как бы мы ни хотели. Естественно, наша работа на этом не заканчивается. Наихудший результат по ЕГЭ и ОГЭ показал предмет географии по всей республике. А по нашему району географию сдавал всего лишь один ученик, и тот уже получил 2. Вот сделайте же для себя вывод. Значит, проанализируя результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, становится очевидно, что проблема повышения качества знаний остается не просто актуальной, она является самой насущной в современных условиях обновления образования. В связи с этим во всех общеобразовательных учреждениях необходимо провести детальный анализ и причин части оценки качества образования, определить и запланировать и реализовать наиболее эффективные мероприятия, направленные на улучшение результатов. Вот на августовском совещании республиканском министр образования Ахия Гамидович озвучил, что 2023 учебный год будет уделен особое внимание начальному образованию, этой ступени. Почему? Потому что это является фундаментальным. Мы это видим. Честно говоря, я этому очень обрадовалась. Значит, там же на августовском совещании работников образования, министра образования и науки Дагестана Ахия Гамидович Гусраев рассказал о разработке единых учебников по всем предметам, исключительные права на которые будут принадлежать Российской Федерации. До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие 5 лет. В настоящее время уже разработаны новый единый учебник для 10-11 классов по истории России и всеобщей истории. Количественного состава и качественного кадрового обеспечения образовательной организации района показывает, что общая численность работников
образование является стабильным. Несмотря на то, что на начало учебного года организация обеспечена кадрами, все-таки какой-то дефицит педагогов наблюдается. Вот уже второй год наш район участвует в программе «Земский учитель». Танусинская среднеобразовательная школа и Хузарская школа номер 2 заключили трудовые договора с учителями истории и математики. В нашу команду пришли учитель истории, земский учитель Хатипова Шуайнат Ахмедовна и Мирзоева Хадижа Сулеймановна. Если они сегодня присутствуют, добро пожаловать. Значит, важным показателем успешного развития системы образования является ежегодное участие образовательных учреждений в реализации проектов «Современная школа», «Точка роста», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». Вот и сегодня я могу вам напомнить о необходимости уже время подачи заявлений на участие школ 8-11 классов в проекте «Ход будущего». Итак, уважаемые коллеги, в сентябре легкостью, гордостью могу сказать, что в наши ряды вступают 16 молодых педагогов, разные образовательные учреждения. В новом учебном году нам предстоит продолжить работу по проблемам, обозначенным в государственной программе Российской Федерации развития образования, продолжить работу по обеспечению достижения целевых показателей и мероприятий, установленных указами и поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Следовательно, работа над повышением качества должна вестись во всех его видах деятельности и во всех его направлениях. В условиях цифровизации необходим спектр качественно новых компетенций как у обучающихся, так и обязательно у каждого педагога. Озвучить о перспективах развития цифрового образования слово предоставляю Мухумаеву Мураду Исмаиловичу, главному специалисту отдела образования. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые коллеги, педагоги. Рад приветствовать вас всех на августовском совещании работы на образовании муниципального района Хузарского района, который проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. Уважаемый Магомед Насубадиевич, уважаемые участники нашего расширенного педагогического совета, прежде всего, разрешите перед началом нового учебного года поздравить вас, пожелать успехов и реализации всех наших идей, намерений в новом учебном году. Спасибо вам за вашу ежедневную кропотливую работу, за богатство души, которым вы делитесь, сохраняя духовные ценности, самобытную культуру, передавая память поколений. В этом году объявленным указом президента Российской Федерации годом педагога и наставника это событие проходит особенно торжественно. Я очень рад возможности вместе обсудить проблемы, задачи, которые предстоит решать образовательной отрасли района на протяжении нового учебного года. Уверен в том, что сегодня подробно и всесторонне проанализировав итоги минувшего учебного года, вы наметите конкретные, реально выполнимые планы и задачи на предстоящий период. Благополучие общества во многом зависит от положения дел в сфере образования, культуры, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения, как следствие развития системы образования для нас один из главных приоритетов социально-экономической политики, а забота о будущем поколении – самые надежные, умные и благородные инвестиции. В конечном итоге все наши усилия должны быть направлены на достижение единственной цели – это повышение качества образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения. Условиями для повышения качества образования являются повышение профессиональных компетенций педагогических работников, обновление содержания образования, эффективное проведение оценочных процедур, методическое совершенствование инфраструктуры образовательных организаций. Уважаемые коллеги, в новом учебном году нас ждет ряд из важных изменений, многие из них уже назрели. Они востребованы временем, самим обществом, родителями, и потому хотел бы обратиться к вам с просьбой отнестись к ним ответственно с особым вниманием, прежде всего, имея воспитание современной молодежи. Нынешней международной ситуации мы должны
уделить особое внимание этому вопросу. Именно вы, учителя, влияете на развитие личности и формированию мировоззрения детей. В этой связи отдельно хочу выразить благодарность педагогам, которые с момента начала специальной военной операции уделяют внимание просветительской деятельности, в том числе принимая участие в всероссийских акциях. Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является развитие гражданского патриотического воспитания. Для нас очень важно формирование молодого человека чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, активной гражданской позиции и готовности к служению Отечеству. Также хочу отметить о перспективах развития цифрового образования. Технические средства обучения уже довольно давно вошли в наши образовательные учреждения, однако с появлением ЭГМ и постепенным использованием их в образовании, особенно в последние 20 лет, возникла проблема технического переоснащения школ и детских садов. Сложность данного этапа заключается в том, что традиционные технические средства обучения так и не стали обычным повседневным средством, используемым массовым учителем. А время требует перехода на современные образовательные информационные технологии на основе компьютера и мультимедийной аппаратуры. Для достижения цели по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и по созданию условий для самореализации и развития таланта Министерством просвещения страны совместно с регионом проводится огромная системная работа по совершенствованию содержания образования, регламентуемым федеральным государственным образовательными стандартами, формированию единого образовательного пространства, внедрению единой системы мониторинга и образовательных результатов обучающихся и системе точечной методической помощи образовательным организациям и методического сопровождения педагогических и управленческих кадров. Федеральный закон об образовании Российской Федерации в декабре 2022 года внесены изменения, предусматривающие уже с 1 сентября 2023 года с использованием в образовательных организациях единого верифицированного контента цифровая образовательная среда, а с 1 января 2024 года применением в образовательном процессе исключительно в государственных информационных системах при реализации основных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся. В этом году в рамках федерального национального проекта «Цифровая образовательная среда» Царинская основная общеобразовательная школа получила современное оборудование. Таким образом, в новом учебном году все школы страны будут охвачены цифровой образовательной системой путем подключения к платформе Федеральной государственной информационной системы «Моя школа». И с 1 сентября мы все должны приступить к тестированию новой государственной образовательной платформы. Эта система, которая существенно упростит жизнь педагогов, которая станет эффективным инструментом организации учебы, дополнит очные уроки познавательным проверенным контентом, которые ребята смогут изучать дома, уверенно, что всем нам она придет в помощь. Коллеги, технологии не нужно бояться. Мы все понимаем, что никакие цифровые технологии никогда не заменят учителя. Цифровые образовательные технологии должны использоваться в дополнении традиционной формы обучения, расширяя наши горизонты возможностей. Однако важно понимать, что в современном мире качественные знания и современные технологии очень тесно связаны между собой. И всем нам необходимо быть к ним готовы с точки зрения компетенций и навыков. Также необходимо провести работу в автоматизированных информационных платформах УЧРУ, цифровой образовательный контент, Я-класс и НИКРУ. На сегодняшний день мы работаем над переводом официальных сайтов на платформу Госвеб. Однако некоторые школы даже и не начали работу по подготовленности и наполняемости сайта. Неоднократно было сказано, что до 1 сентября мы обязаны переводить официальный сайт образовательной организации на платформе Госвеб официальный режим. Исходя из мониторинга, который мы провели буквально вчера вечером на официальный режим перешли только 20 общеобразовательных учреждений. Из основного количества 10 школ провели работу 100% и ждут подтверждения заявки по переходу в официальный режим. А остальные 8 школ очень слабо провели работу, у некоторых 8 по нулям. В
прошлом учебном году мы 100% провели работу по внесению данных детей на платформу Uni.ru, но в этом учебном году до 5 сентября по поданным заявлениям мы должны занести заявления и документы детей в автоматизированную информационную систему зачисления ООО и зачислить их. С автоматизированной информационной системой Uni.ru выпустит 11 класс. В этом учебном году необходимо уделять особое внимание на развитие школьных спортивных клубов, школьных театров и по реализации проекта «Футбол-школы». Реализуем в рамках федерального проекта «Образование и успех каждого ребенка» и по инициативе главы Республики Дагестан Меликовым Сергеем Алимовичем. Хочу отметить, что в проекте «Футбол-школ» у нас участвуют 4 школы, а именно Гасатринская, Балтайчинская, Тагадинская и Хузарская школа номер 1. И в этом году команда Хузарская средняя общеобразовательная школа номер 1 вышла в 1/8 финала. Это большой успех, и мы не должны останавливаться на достигнутом. Видя работу муниципальных и школьных координаторов, мы получили благодарственные письма от министра образования Республики Дагестан Эхага Милича Чаева, которых мы сегодня будем получать. В этом учебном году мы должны уделить внимание на развитие общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи движения «Вверх» и инновационной технологии подготовки и профессионального развития учителей. В этой сфере у нас в районе уже проводят работу 2 специалиста, которые прошли успешно конкурсный отбор и тестирование. В этом учебном году также стартует федеральный проект «Код будущего», в рамках которого учащиеся 8-11 классов могут пройти обучение в течение 2 лет по современным языкам программирования, а учителям, которые будут им проводить уроки, часы будут оплачиваться. И в конце хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня система образования одна из самых динамично развивающихся отраслей. Практически ежедневно происходят события, существенно меняющие материальную основу образования, содержание образовательного процесса, технологии и методику обучения. Но как и много лет назад, неизменной остается роль педагога. Как говорил один из основателей научной педагогики Константин Дмитриевич Ушинский, 200-летие которого наша страна отмечает в этом году, педагогика – это первое и высшее из искусств, потому что она стремится к выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в самой природе человека. Я желаю вам вдохновения в наступающем учебном году, ведь только вы способны зажечь в наших детях тягу к учебе, только вы можете развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в современном мире. Спасибо. Важный приоритет муниципальной политики в сфере образования – это доступность, качественное образование предметом повышенного внимания являются дети с ограниченными возможностями здоровья. В 22-23 учебном году в образовательных организациях района обучалось 33 детей с УВЗ. Форма получения образования определяется с учетом положения и согласия родителей, законных представителей. Поскольку сегодня доля детей с УВЗ стабильно увеличивается, и такое количество детей с УВЗ влияет на общий уровень качества образования и требует значительных усилий и вложений на создание условий для их обучения. Повышение качества образования невозможно без дополнительного образования детей как неотъемлемой части образовательного процесса, что только что и озвучил Мурат. Сегодня особое внимание уделено воспитательной стороне образовательного процесса. Наставничество, шефство, сетевое взаимодействие выходит на первый план как форма сопровождения несовершеннолетних и находит свое отражение в мероприятиях национального проекта образования. В каждой школе реализация программы воспитания должна стать целостным ориентиром формирования личности ребенка. Особую тревогу вызывают те дети, которые мы часто называем трудными, и такие дети есть в каждой школе. При разработке программ воспитания необходимо уделить этому вопросу повышенное внимание. Не оставлять таких детей без участия, своевременно выявлять семьи, находящиеся в трудном социальном положении. Вести действительную профилактическую работу, содействовать им в получении дополнительного образования, организуя и досуг,
нешкольная занятость, пользы для их здоровья и дальнейшего самоопределения. С 1 сентября планируется реализовать ряд нововведений, направленных на усиление патриотического воспитания и обеспечение качественного обучения. Как мы с вами уже знаем, во исполнение рекомендаций министра образования и науки РТ в новом учебном году мы с вами переходим на 5-дневную учебную неделю. Как я часто разговариваю с учителями, не совсем понимают, что такое 5-дневная неделя. Это совершенно не означает, что в пятницу закрываются школы. На самом деле у нас лишь создаются дополнительные условия. Эти школьные театры, эти спортивные клубы, футбол в школе, углубленное изучение предметов, экскурсий. В 6-8 классах профориентации будут новые. Значит, для нашего района, вот, что мне хотелось бы сказать, я 30 лет проработала в школе учителем. Вы всегда можете положиться на меня. Всегда. Если сегодня я здесь, завтра я обязательно приду в школу и только учителем. И я уже сегодня буду над этим думать. Почему я вот так говорю? Может быть, для нашего района будет трудно до Нового года. После Нового года ничего нового для нас не будет. Это всего, что касается финансирования. И что вас в первую очередь и беспокоит. Я знаю, по переходу на 5-дневку очень много вопросов. Эти все вопросы мы будем в рабочем порядке все обсуждать. И всегда вы знаете, что мы на вашей стороне. Еще мне хотелось бы озвучить то, что мы, коллеги, уже включились в работу. Но нам надо набрать темпы в этом направлении. Еще много у нас невыполненных задач. Много. Общие задачи общего дополнительного образования остаются ранняя профориентация, формирование подростковой культуры профессионального самоопределения, а также ориентация детей на обучение профессиям и специальностям, востребованным экономики региона. Предстоит решать задачи широкого вовлечения детей в открытые уроки в режиме интернет-трансляции на портале Проектория. Проект «Билет в будущее», деятельность центров «Точка роста», а также задачу совершенствования содержания уроков технологий, уроков труда. Теперь, вы знаете, коллеги, опять нововведение, РДДМ. Может быть, даже кто-то все еще думает, что такое РДДМ. Российское движение детей и молодежи. Мы как раз-таки на прошлом совещании, Кустовском совещании, мы представляли нашу Ахмедову Фатимат как куратора большой перемены. В этом году я ее представляю как куратора РДДМ по нашему району. Что же такое РДДМ? Сейчас нам Фатимат Ахмедовна озвучит, а я хочу свою точку зрения довести до вас. Это пионеры, это октябрята, это юноармейцы, это, что там еще было? Это то же самое. Это то же самое. Только оно теперь вот так вот называется. И на самом деле, раньше как бы оно не называлось, нам особого внимания не нужно было уделить на это, на патриотическое воспитание, на это всего. Теперь от того, что наши дети с гаджетами сидят дома, и республика, и вся страна не знает, как бы чего называть и над чем бы работать. Так что это наша с вами задача номер 1 – вырастить достойных, нужных для общества людей. Пожалуйста, Фатимат Ахмедовна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу поздравить вас с началом нового учебного года и пожелать всем, каждому из вас, творческих успехов и вдохновения. Сегодня мы поговорим о развитии движения первых в нашем районе, о конкретных шагах и планах на новый учебный год. Уверена, что только слаженная работа позволит создать на территории Кутасского района единую воспитательную среду, в которой будет комфортно развиваться каждому ребенку.
Миссия и ценности движения, которые утвердили сами дети на первом съезде, соответствуют стратегическим документам нашей страны, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, стратегии развития воспитания в Российской Федерации и основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ценности и миссии движения должен знать каждый ребенок в Кунзалском районе. Деятельность движения построена по 12 ключевым направлениям, которые выбрали и утвердили сами дети. Патриотизм и историческая память, труд и профессия, культура и искусство, медиа и коммуникации, наука, технологии, туризм и путешествия, образование и знания, экология, здоровый образ жизни, спорт, дипломатия, международные отношения и волонтерство. По каждому из направлений определены флагманские проекты. И, конечно, ключевое звено нашей организации – это первичное отделение. Сегодня они создаются прежде всего в учреждениях системы образования, школах, организациях дополнительного образования, учреждениях спорта, молодежной политики, некоммерческих организациях. На сегодняшний день в Кунзарском районе находятся 38 школ. Из них 36 школ открыли первичное отделение. Очеринская и Цалкетинская школы до сих пор не открыли первичное отделение. Конечно, много вопросов возникает по организации работы первичного отделения. Для нас подготовили масштабную программу по активации деятельности первичных отделений на новый учебный год. Программой предусмотрен ряд мероприятий, о которых мы сейчас и поговорим. Одним из значимых событий в первичных отделениях станет церемония освящения в первый. Церемония пройдет в торжественной форме. Детям вручат галстуки из дочерей движения первых, а их они будут носить в течение всего учебного года. Церемония будет происходить в первый день каждого месяца и будет называться «Посвящение в первый». На церемонию приглашаются почетные гости, представители советов первых, представители родительской общественности, органов местного самоуправления, выдающиеся люди нашего района. В этот же день проведут открытие первичных отделений в школах. Сценарий уже был направлен кураторам первичных отделений. Один из значимых проектов движения первых – Всероссийский конкурс «Большая перемена». Это самый масштабный детский проект, к которому из года в год присоединяется все больше ребят. Компетенции и умение работать в команде, которые развиваются в процессе участия в конкурсе, помогут ребятам реализовать себя в других проектах движения. Победители большой перемены отправляются в путешествие мечты на поезде большой перемены от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах, отправятся в авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествий». В 4-м сезоне конкурса с Кунзалского района участвовали более 20 школьников. Из них в полуфинал вышли ученик Ацетлинской школы Шамила Магомедрасул и ученица Кунзарской школы номер 1 Литинова Патимат. Сегодня они решают кейсы и находятся в международном, то есть во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Пожелаем им удачи. В направлении патриотизма и историческая память флагманским проектом является акция «Мы граждане России», которая проводится ежемесячно. Эта программа реализуется при поддержке Министерства внутренних дел Российской Федерации. Суть ее заключается в том, что ребятам в торжественной обстановке впервые вручают паспорт гражданина Российской Федерации. С июня мы провели уже 2 акции. В общей сумме у нас более 20 детей получили в торжественной обстановке паспорт гражданина Российской Федерации. Также у нас стартовала всероссийская акция «Книга другу». В ходе акции участники движения первых и любой желающий приносит книги, которые пополнят библиотеки школ новых субъектов Российской Федерации. Организация сбора книг в рамках акции проводится в школах района. Мы понимаем, что это все дополнительная нагрузка на педагога, то есть для педагога. Поэтому сейчас мы внедряем практику советов первых.
Каждое первичное отделение должны собрать команду из активистов движения, которая будет помогать вести деятельность движения. Кто-то будет отвечать за регистрацию, кто-то за медиа, а кто-то за просветительскую работу. В каждом отделении должно быть детское самоуправление, то есть как в пионерии тоже. Совет старших, совет самоуправления, то же самое. Выбирают председателя совета первичного отделения в школе. Далее мы переходим на муниципальный уровень. То есть все председатели первичных отделений будут входить в совет первых местного отделения. У нас в Кунзалском районе местное отделение уже открыли. И далее они проходят конкурс на вступление в региональный совет первых Республики Дагестан. Еще один важный и частый вопрос: кто должен курировать деятельность первичного отделения в школе? Зачастую в школах на себя эту работу берут старшие вожатые, советники директора воспитания. К сожалению, их у нас нет. Где-то эту работу осуществляют педагоги-организаторы, классные руководители, заместители директора по воспитательной работе. Решение о том, какой специалист будет курировать деятельность первичного отделения, принимается руководством образовательной организации. Но в любом случае участие педагогов в развитии первичного отделения просто необходимо. Мы понимаем, что детское самоуправление осуществляют дети, но рядом с детьми должен находиться куратор, значимый взрослый из числа педагогических работников образовательной организации. В этом учебном году движение активно включается в программу Альянса России. Еще один важный вопрос – это регистрация и вступление в движение. Да, регистрация, многие знакомы с регистрацией, очень сложная. Надо верифицировать каждого ребенка через госключ. Поэтому мы сейчас прорабатываем этот вопрос и предложим упрощенный механизм регистрации до конца сентября. Помимо реализации линейки флагманских проектов, событий и программ, ежегодно движение первых будет проводить грантовый конкурс. Грантовый фонд в этом году составил 2 миллиарда рублей. Реализация грантового конкурса также запланирована и на 2024 год. Поэтому к 2024 году мы ждем от каждой школы нашего района проект, который поможет улучшить работу движения в вашем первичном отделении. Перейдем к тому, в каких активностях движения первые приняли участие на сегодняшний день. С мая месяца на сегодняшний день в Кунзалском районе проведены свыше 30 активностей. Хочу отметить активность первичных отделений Газатлинской, Харикалинской, Обудинской и Шататинской школ. Первые вышеназванных первичных отделений участвовали почти во всех активностях движения и этим повысили рейтинг нашего района. Есть первичные отделения, которые участвовали в 2-3 активностях движения. Есть вожатые, которые даже не доводят до детей информацию по проектам, которые мы скидываем кураторам. Социальные сети также являются очень важным звеном в нашей работе. Я сама просматриваю социальные сети каждой школы, и зачастую они очень редко выкладывают проделанную работу, либо информацию, которую мы доводим до них. Если ваше мероприятие не освещено в ваших социальных сетях, значит мероприятие просто не проведено. Уважаемые коллеги, мы активно готовились к началу учебного года. И если у вас есть вопросы, вы можете обращаться, писать в социальные сети. Я всегда рада помочь. И самое главное, к концу этого года мы должны охватить не только каждого ребенка в Кунзалском районе, но и их родителей. А чтобы всегда быть в курсе, знать, что происходит в движении, какие акции и мероприятия проводятся, рекомендую подписаться на наши социальные сети. Свое выступление хочу закончить словами великого поэта человечества Расула Гамзатовича Гамзатова. Мы родились, чтобы оставить след, дом или тропинку, дерево или слово. Благодарю за внимание. Значит, сегодня Сватлана озвучила для того, чтобы и вы, уважаемые руководители, чтобы были в курсе того, что такое РТДМ, чтобы вы не подумали, что это не нужно.
тому, чтобы вы на своих рабочих местах, своих вожатых, чтобы с них могли требовать, что вы дали знать, что вы тоже в курсе, что такое это и что нужно делать. Поэтому я очень рада, что ввели РТДМ, что наши вожатые, сейчас хотят они или нет, им необходимо проснуться, взяться за дело. Уважаемые коллеги, задачи перинатиональной системы образования поставлены, как вы сами видите, серьезными. Важно помнить, что реализация каждого нового проекта, каждой инновации нацелена на успех и безопасность наших детей. За этим результатом каждодневная и самоотверженная профессиональная работа воспитателей и детских садов, и учителей школ, педагогов дополнительного образования, руководителей организаций, работников в сфере в целом, на плечи которых ложится большая ответственность за условия обучения, за качество образования и, конечно же, и за настроение людей. Многое нами уже сделано, многое еще предстоит осознать и выполнить. В течение года накоплен багаж некоторых успехов, но также определились вопросы и проблемы, которые станут приоритетными в новом учебном году. Реализация всех масштабных задач, которые мы ставим перед собой, зависит от каждого, кто имеет отношение к образованию. Высокое качество образовательных услуг начинается на рабочем месте каждого из нас, начиная с меня. От этого зависит и общий результат. На пороге 1 сентября. Для каждого педагога это, пожалуй, один из самых радостных и волнительных дней в году, когда он снова, а может быть и впервые встретится со своими учениками и воспитанниками. Еще раз выражаю огромную благодарность всему педагогическому сообществу нашего района за ту большую и самоотверженную работу, которая позволила нам в прошедшем году достичь значимых результатов развития и совершенствования образования. В этом успехе есть частица труда каждого из вас. Этот учебный год войдет в историю не только Хунзарского района, но и всей республики. В нашем районе открываются 3 новых образовательных учреждений. Новая лучшая школа республики открывается в Аранинской школе на 308 ученических мест. Эта школа будет носить имя великого сына гор Расула Гамзатовича Гамзатова. Школа оснащена самым современным оборудованием и самыми комфортабельными условиями. Также завершено капитальное строительство школы в селении Абада. Также завершено капитальный ремонт в селении Ках. Все 3 школы соответствуют требованиям нового приказа Минпросвещения и действующим Санпинам. Вот то, что сказал в начале глава района Нурмагомед Масуд Гаджиевич, результат по Аранинской школе, Масуд Гаджиевич, мы можем видеть уже в конце первого полугодия. Почему? Потому что там те же дети, там те же учителя, они всего лишь переходили в другую аудиторию. Они всего лишь сидели в других классах. Поэтому, я думаю, грех будет этим детям не учиться. Я думаю, благодаря тому, что у нас открываются новые школы, благодаря тому, что у нас есть такие люди, которые могли бы нам продвинуть. Вы думаете, Хузах это первый район, где могли бы строить? Мы благодарны тем, что мы родились на родине Расула Гамзатова. Мы благодарны тем, что имеем сегодня возможность, возможность учиться в таких школах. И мы являемся, так скажем, потомками Расула Гамзатова. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования присвоит почетное звание почетный работник в сфере образования Российской Федерации Баталовой Хадижат Загидовне. Учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения Хайкалинская среднеобразовательная школа имени Бижанова. Награждается Дибиров Осман Амарович, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения Танусинская средняя общеобразовательная школа имени Шахрудина Шамхала. Награждается Исмаилова
Фатима Исмаиловна, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Луцеринская средняя общеобразовательная школа, Луганского района. Награждается Магомедова Разия Набиевна, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Амушинская средняя общеобразовательная школа имени Гаджи Муратова. Награждается Магомедова Мурагим Салиховна, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Харкалинская средняя общеобразовательная школа имени Бежанова, Луганский район. Награждается Магомедов Дауд Гаджиевич, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Ахалчинская средняя общеобразовательная школа, Луганского района. Дауд Гаджиевича очень хорошие результаты республиканского и всероссийского масштаба. Спасибо. Награждается Шайдулаев Саид Ахмед Мутазалевич, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Аратинская средняя общеобразовательная школа, совместить работу главы и учителя — это похлопайте еще раз. Шайхова Марипат Ибрагимова, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Харахинская средняя общеобразовательная школа имени Гайдара Гаджиева, Луганский район. За добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования наградить почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации Муртазалиеву Магомедову, учитель и директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Заильская средняя общеобразовательная школа Луганского района. Благодарственные письма вручаются Мухумаеву Мурату Исмаиловичу, Управление образования Луганского района, куратор школьной и футбольной лиги Республики Дагестан, от муниципального органа управления образованием, министр образования Яхья Бучаев. Магомедову Гаджиевдибиру Магомедовичу, учителю физической культуры общеобразовательной организации МКУ Луганская СОЖ номер 1, министр образования и науки Яхья Бучаев. Зайнулабиду Магомедовичу, учителю физической культуры общеобразовательной организации МКУ Тагадинская СОЖ, там же и директор, министр образования и науки Яхья Бучаев. Благодарственное письмо вручается Исмаилову Ахмеду Магомедовичу, учителю физической культуры общеобразовательной организации Гацатлинская СОЖ, за активное участие в федеральном проекте «Футбол в школе» и подготовке класс командно-спортивные соревнования. Министр образования и науки Яхья Бучаев. Благодарственное письмо вручается Магомедову Юнусу Магомедовичу. Благодарность директору МКУ Музарская школа номер 1 Хаштиховой Раисат Амаровне. Выражаем вам искреннюю благодарность за активное и плодотворное сотрудничество, личный вклад, неоценимую помощь и содействие в реализации проекта популяризации инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации среди школьников горных сел Республики Дагестан на примере процесса чеканки памятных медалей. Ректор Института Санкт-Петербурга Иванов. Диплом педагога, подготовившего призера Всероссийского олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году
по основам безопасности жизнедеятельности награждается Магомедов Дауд Гаджиевич, муниципальное казенно-общеобразовательное учреждение, Ахалчинская среднеобразовательная школа. Директор Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся Абдулаева. Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по технологии, техника, технологии и техническое творчество награждается Дибиров Магомед Насрудинович, муниципальное казенно-общеобразовательное учреждение, Камышлинская среднеобразовательная школа. Директор Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся. Почетная грамота награждается Баринова Майганат Магомедовна, информационно-методический центр Узавский район, за активное участие и заслуги развития профориентационной деятельности среди обучающихся образовательных организаций Республики Дагестан в рамках реализации проекта «Билет в будущее». И на этом, дорогие коллеги, хочу завершить свое выступление словами нашего Расула Гамзатова. Что в мире было вдоволь хлеба, чтоб жили все и в дружбе, и в тепле. Всем людям хватит места на земле, как волнам море и как звездам небо.